Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для водолеев. Будем делать прогноз на колоде метафорической, цыганской и таро. Основные события посмотрим. Карта недели у нас отшельник, отношения, работа, финансы. У водолеев все отлично. Посмотрим. Цыганская колода что подскажет? Для отношений 3 карты. Для работы 3 карты. И для финансов 2. Итак, основная карта у нас отшельник. Карта говорит о том, что, скорее всего, вас будут очень занимать на этой неделе вопросы деятельности. Скорее всего, будет очень много дел, особенно связанных с документами, договорами, бумагами. Карта говорит о том, что вы будете, скорее всего, очень, ну, скажем так, полезны, да, то есть ваша деятельность будет очень важна и очень полезна. А также карта говорит о том, что, может быть, пришло время для того, чтобы отдохнуть, побыть дома. То есть если у вас слишком большие перегрузки на работе, да, в деятельности, то неплохо было бы отдохнуть. И для тех, у кого есть возможность такая, это вот замечательное время. Кроме того, карта отшельник, она очень часто позволяет нам еще и что-то очень важное понять, найти потерянные вещи, снова встретиться с людьми, которых мы считали уже для себя потерянными. Да? То есть здесь вот действительно может быть очень интересная такая встреча, может быть интересная информация приходить, как раз ответы на ваши вопросы, то, что вы долгое время искали. Кроме того, здесь могут быть вопросы, связанные с людьми старшего поколения, родителями, дедушками, бабушками и так далее. То есть здесь вот разносторонняя такая у нас карта, которая говорит об очень многом. И кроме того, вы, кстати, можете здесь заниматься оформлением и переоформлением каких-то документов. Может быть, даже тут наследство, да, или еще что-то вот между родителями и детьми, да, какие-то могут быть документы. Для отношений выпадает 9 жезлов. Карта говорит о том, что у вас слишком много забот и хлопот, вы стараетесь везде успеть, и, скорее всего, на партнера вам времени не остается. И карта предлагает вам сделать выбор, понять, что все-таки важнее, что для вас имеет приоритет на этой неделе, да, вот на то и опираться. Для тех, кто в поиске партнера, 7 червовая говорит о том, что можно действительно встретить человека подходящего, но вам, скорее всего, трудно будет понять, что это именно он, что это человек, который как бы нужен вам для того, чтобы серьезные отношения с ним создавать. Ну, карта говорит о том, что не спешите, все как-то естественным образом придет к своему логическому завершению, если это не ваш человек, либо отношения продолжатся, будут развиваться, и как бы все дойдет до брака, до семьи и так далее. То есть здесь вот действительно очень хорошая может быть возможность по этой карте. 7 червовая, она вообще связана у нас с семьей, связана с родом даже, может быть, даже кармическая встреча какая-то. Но вот единственное, что вам трудно будет сделать выбор, тем более у нас карта отшельника, тут с фонарем человек, да, то есть вы смотрите внимательнее, вы смотрите в душу, вы не смотрите на что-то внешнее, да, когда вот перед вами какие-то люди есть, да, вы можете ошибиться просто если будете смотреть на что-то внешнее. Ну и, конечно же, у вас уже наверняка есть опыт, да, если с какими-то людьми не получилось, вы уже знаете, почему не получилось, да, то есть не повторяйте ошибок. Для тех, у кого есть отношения, король бубновый в дополнение говорит о том, что у вас вот как раз
либо может быть в приоритете работа и зарабатывание денег, да, какие-то коммерческие дела, сделки, либо может быть отъезд, да, может быть вы сейчас просто не можете быть со своим партнером. Но в любом случае, смотрите, здесь карта, которая говорит о том, что скоро хлопоты заканчиваются, вы, в принципе, все здесь делаете правильно, у вас как бы сейчас вопросы просто вас беспокоят именно денежные, рабочие, вопросы безопасности, вопросы как-то расширения сферы деятельности, да, укрепления в области финансов, поэтому, в принципе, здесь необходимость просто такая, как будто бы не до отношений, да, может быть, нужно принять эту ситуацию и подождать, когда все улучшится, да, когда будет время для того, чтобы общаться вам, для того, чтобы друг друга как-то поддерживать, заботиться, быть рядом и так далее. Для тех, кто в ссоре, тройка бубновая выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, не сможете вы разобраться пока что сами с этим вопросом, либо нужно привлекать друзей, людей, ваших общих знакомых. Но здесь может быть, понимаете, такой как бы испорченный телефон, да, они могут совершенно не ту информацию передать, которую вам нужно, да, то есть они, вот вы имеете одно в виду, а они могут совершенно по-другому это передать, поэтому лучше всего вы сами этот вопрос решите, не вмешивайте других людей в это, но придется немножко подождать, дать возможность вашему партнеру как-то более восприимчивым, что ли, быть, простить, как-то оценить вас. Для работы выпадает колесо фортуны, замечательная карта, которая связана у нас астрологически с Юпитером. Это удача в финансах, это расширение возможностей, это улучшение в плане связи, да, то есть могут появиться какие-то люди в вашей деятельности, которые помогут вам продвинуться, подняться, лучше заработать и так далее. Вообще ситуация по судьбе происходит, это ситуация, на которую мы уже не можем повлиять, она будет сама собой происходить на этой неделе. И для тех, кто в поиске работы, валет трефовый говорит о том, что придется, скорее всего, со своими планами распрощаться, да, то есть, скорее всего, та работа, на которую вы рассчитывали, скорее всего, не будет с вами, да, то есть вы, вернее, не получите ее, а вот какая-то другая, на которую вы совершенно не рассчитывали, она подвернется. И поверьте, она будет намного более лучший вариант, чем то даже, на что вы рассчитывали. Для тех, кто работает, десятка бубновая говорит о том, что, скорее всего, придет какая-то новая информация у вас по работе и будет либо переход, переведение, может быть, вас в новую должность. Здесь может быть и переход с одной работы на другую, и даже в другой регион может быть перевод. То есть здесь какая-то информация очень важная открывается, которая будет менять вашу деятельность. Кроме того, обучение, да, либо вам предложат учиться для повышения, либо вы уже что-то, допустим, закончили, да, получили образование, и вот у вас может на этой неделе какая-то возможность у вас новая появиться. Что-то здесь открывается такое для вас подходящее. Для тех, у кого свое дело, тройка червовая в дополнении, говорит о том, что, скорее всего, вам придется решать вопросы вашей деятельности как бы не одному, да, то есть вам придется либо с партнерами, искать партнеров, искать опоры во внешнем мире, да, либо это будут люди из вашего окружения, то есть ваши друзья, ваши родственники, да, которые помогут вам в вашем деле, помогут как-то всей вашей деятельности как-то по-новому закрутиться, да, и этому будут способствовать все обстоятельства. Вообще тройка червовая – это карта, знаете, такой вот радости, когда вы получите какой-то результат, который, может быть, даже не ожидали, который просто как бы сам собой придет. Конечно же, вы вложились раньше, конечно же, вы
ну, как сказать, заслужили это, но просто вы сейчас этого не ожидаете. И будете очень рады. И, скорее всего, вот то, что происходит, оно повлияет не только на вас, на коллектив, который с вами работает, на тех людей, которые с вами в партнерстве, на тех людей, с которыми вы вместе там, в семье живете, да, то есть очень хорошие какие-то будут результаты у вас, связанные с деятельностью. Какой-то неожиданный совершенно поворот событий к лучшему. Для финансов выпала десятка пентаклей. Карта очень хорошая и на своем месте. Десятка пентаклей – это как раз вот получение прибыли по завершению какого-то проекта или решение вопроса, связанного с недвижимостью. Да, когда мы покупаем для семьи что-то, там дом, квартиру, дачу, ну даже там участок земли, да, то есть вот как бы здесь вот может быть такое вот распределение денег. Если мы говорим о тех, кто работает ну, за зарплату, да, то здесь тоже есть возможность получить зарплату на этой неделе. Но смотрите, здесь либо проект какой-то вы закрываете, да, и есть возможность начисления по этому проекту, либо прямо уже даже получения денег. И еще, знаете, может быть, действительно вы переходите с одной работы на другую, и вам вот полностью выплачивают какую-то сумму, да, которая ну, свыше вашей зарплаты. Перед тем, как вот вы уйдете, да, вам вот как бы начисляют какие-то там невыплаченные еще проценты, деньги и так далее. Для тех, у кого свое дело, восьмерка пиковая говорит о том, что будет, скорее всего, очень много дел, хлопот, много будет возможностей клиентов, заключения каких-то договоров и так далее. То есть у вас будет очень много такой движухи, да, и будет, естественно, хорошая прибыль. То есть все, что вы будете делать на этой неделе, оно все будет хорошо оплачиваться. Посмотрим совет. Совет для водолеев на эту неделю. Замечательная карта, которая говорит о том, что нужно через обстоятельства двигаться, да, что вас не может остановить ничто, если вы намерились, если вы нацелились к какому-то результату прийти. Карта говорит о том, что через препятствия нужно двигаться. Вот посмотрите, здесь дерево, да, забор железный, оно через него просто проросло и дальше себе растет, да. То есть то, что происходит у вас в жизни как препятствия, как сложности, они все равно не помешают вам получить то желаемое, да, что вы уже вложили. То есть здесь, смотрите, карта справедливости. Все, что вложено, то обязательно даст результат. И вообще вот эта карта роста. Рассчитывайте на рост в своих финансах, на рост в недвижимости, на рост в деятельности, на личностный рост. То есть рассчитывайте именно на будущее, рассчитывайте на рост и двигайтесь в этом направлении. У вас, в принципе, будут, конечно же, преграды какие-то, возможно, на этой неделе, но вы не должны просто на них обращать внимание, просто через них идите. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы все только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.